Следующая новость, которую тоже очень важно сообщить, началась 13 октября, да, точнее нам она стала известна из средств массовой информации, когда Кавказ Реалии сообщили, что в Грозном убиты, напоминаю, это грозное название города Джахара, который Кавказ Реалии стыдливо не называет его тем городом, которым является город Джахар, бывший Грозный. В Грозном убито 4 предполагаемых боевиков. Силовики потеряли 2. Если вы видите Кавказ Реалии, который должен быть объективным, да, и в котором работают и чеченцы тоже, называют марионеточных предателей, коллаборационистов, которые сотрудничают, работают на российскую оккупационную власть, их называют силовиками, а тех, кто погибли, их называют боевиками. Ну, все как по русским стандартам пропаганды. Терминология, как мы знаем, имеет огромное значение. Да? Если вы знаете, определить русский фашист, имперец или нет, можно спросить на Украину или в Украину, и тогда все становится на свои места. То же самое и здесь. Если нас называют боевиками, то все ясно. Кто и что и как. Короче говоря, далее информация. В Октябрьском районе города Грозного утром 13 октября был объявлен режим контртеррористической операции. В ходе нее были убиты 4 человека. Власти утверждают, что это боевики. Вот вам здрасте. По данным источников правоохранительных органов, в ходе проведения спецоперации погибли 2 сотрудника Росгвардии, 1 полицейский ранен, сообщает ТАСС. По другим погибших из числа силовиков 3. Позднее Национальный антитеррористический комитет уточнил, что убито 2 силовиков и ранен 1. Спецоперация длилась полчаса. В дом, в котором были блокированы предполагаемые боевики, стреляли из подствольных гранатометов. Здание изнутри сожгли силовики, сообщили местные жители. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что убитые прибыли в Чечню из-за рубежа. Чуть позже он выложил фотографии и краткие данные убитых в ходе спецоперации. Это Магомед Цураев, 96 года рождения, Магомед Магомедов, 92 года рождения, Рамзан Муртазалиев, 92 года рождения и Майрбек Имамурзаев, 1988 года рождения. Все они уроженцы Чечни. Они ранее пребывали в Сирии, в оперативной базе, числились давно и находились в розыске, утверждает Кадыров. Кавказ Реалии, опять же, я, конечно, буду всегда об этом напоминать, и Кавказ Реалии, и Радио Свободы, и другим якобы позиционирующим себя объективными средствами массовой информации. Напоминаю, что утверждать, что утверждает Кадыров, это просто себя не уважать. Да? Повторять ложь Кадырова, это просто себя не уважать. Повторять русскую пропаганду, ложь, это себя не уважать. Столько лжи и пропаганды. И вот надо написать, что они были в Сирии. Мы не знаем, я лично не знаю, были эти люди в Сирии или нет. Я знаю, что эти люди погибли, что их убили. И за полчаса убили 4 человека. Я знаю, что 4 человека, если у них было бы оружие, и их 4 человека готовы идти на смерть, за полчаса их просто так бы не убили бы. Да, и не так все просто. Тем более у них были с собой оружие, и как они утверждают, что 2 полицая погибло, и 1 полицай ранен. Так, я покажу фотографии, которые выложил у себя. Кстати, обратите внимание, на Телеграм выложил Кадыров. Так, вот фотографии, как мы видим, 2 человека, как мы видим, с бородами и в военной форме. И, видимо, эти 2 человека могли принимать участие в нашем подполье. Да? Наше подполье, оно само по себе запутано, много пропаганды и агентуры внутри этого подполья. И этому подполью, в конце концов, надо наконец-то разобраться внутри себя и как-то очистить свои ряды, да, потому что то Имарат Кавказ, то ИГИЛ, какие-то там, много чего непонятных вот этих вещей происходило. Опять же, в этом виновата пропаганда. Но изначально мы все боремся за свободу своей страны. Конечно же. Но если они участвовали в каком-нибудь ИГИЛ и так далее, то,
конечно же, это не красит и не делает никому чести, скажем так, потому что это все, опять же, может показаться, я тут преувеличиваю, там еще что-то, ИГИЛ, вот эта вся вот эта вещь, она организована, вот эта террористическая организация ИГИЛ, она организована Россией и партией БААС. Так, далее я хочу вам показать информацию, которая произошла 6 января. Нам Радио Свобода сообщили. Это предыстория была тех событий, которые произошли позже. Как мы знаем, я опять буду об этом напоминать, российские марионеточные власти во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия захватывают людей, которые, например, разделяют взгляды людей, которые против оккупации своей страны. Так вот, и если вы мусульманин, если у вас есть борода, то вас легко можно приписать какой-нибудь террористической организации, объявить вас там каким-нибудь членом Эмирата Кавказ или объявить вас там каким-нибудь там игиловцем и так далее. Но они захватывают всех подряд. И мы знаем, есть уже достоверно известно, доказано, что в 2017 году во втором полку имени Ахмада Кадырова, так называемом, которым руководит Аслан Ирисханов, который курировался патриотом, так называемым русским патриотом Абузейдом Висмурадовым, самым доверенным человеком Кадырова, было казнено одновременно в одном месте, вот в этом во втором полку, в Старопромысловском районе, в местах, где у них казармы, где они отдыхают, в подвальном помещении, было казнено одновременно 13 человек. За это время, за 2017 год, январь-февраль месяц, было казнено около 100 человек по Чеченской Республике. И Новая газета писала о 27 человек, которых удалось установить их фамилии, имена и так далее. И вот после того, как 13 октября произошло убийство вот этих 4 молодых человек, были захвачены в плен двое мужчин, 2 брата и жена одного из братьев. 6 января 2021 года сообщает Радио Свобода, трое задержанных после спецоперации в Грозном были найдены мертвыми. Трое жителей Грозного, задержанные полицией в ходе контртеррористической операции в городе в середине октября, были выданы для захоронения родственникам. По официальной версии они попали в ДТП.Об этом сообщает Новая газета. Ислам Исаханов, его беременная жена Беназира Замидова и старший брат Ибрагим были задержаны 13 октября. Исаханов владел домом, в котором утром того же дня в ходе спецоперации были убиты 4 человека. По утверждению оккупационных, от себя добавлю, властей, находившиеся в розыске террористы. Кроме них погибло двое сотрудников полиции. В начале ноября тела задержанных были выданы родственникам для похорон, утверждает источник Новой газеты в чеченском ФСБ. Утверждалось, что они попали в ДТП на трассе через Терский хребет. Как они оказались в автомобиле, не уточняется. По данным ФСБ, машина была обнаружена обстрелянной. Однако в официальных сводках МВД происшествия с обстрелом автомобиля или ДТП с гибелью 3 человек в те дни не значится. Ребенок Замидовой родился досрочно, когда она уже содержалась в полиции. Он погиб. В октябре полиция задержала вторую 14-летнюю жену Исаханова, говорится в публикации «Новой газете». Утверждается, что она дала признательные показания о своей причастности к чеченскому подполью. Однако следственные действия проводятся без присутствия законного представителя подростка, а значит признательные показания заведомо не имеют силы. Правозащитные организации регулярно сообщают о случаях несудебных казней, и так далее, и так далее. Они сообщают, но ничего от этого не меняется. Я еще раз напоминаю, что в 2017 году, когда Аслан Ирисханов по приказу ФСБ
под контролем ФСБ, УФСБ по Чеченской Республике были казнены вот эти 13 человек во втором полку имени Ахмада Кадырова в Старопромысловском районе, дислоцирующийся вот этот второй полк имени Кадырова, под контролем ФСБшников, которые приезжали, записывали, контролировали и были в курсе вот этих казней. Также контролировалось Абузейдом Висмуратовым по кличке Русский Патриот, который приезжал от Кадырова и контролировал весь этот процесс, встречаясь с этим Асланом Ирисхановым в полку. Также во время казни принимал участие Ибрагимов, двоюродный брат Кадырова. И вот мы видим, теперь уже убивают даже детей, уже женщин в таком состоянии, убивают даже этих женщин. Да? Я не знаю, что за люди там работают. Людьми их, конечно, назвать никак нельзя. Казни происходят. Когда в 2017 году произошла казнь, в 2018 году ОБСЕ начало расследование по этому факту. Да? И благодаря этому был запущен так называемый московский механизм. За мониторингом, за правами человека в Чеченской Республике Ичкерия. К позору ОБСЕ этот мониторинг начался только с 2017 года. Значит, до преступления, совершенные до этого, ни ОБСЕ, ни мировое сообщество не волнуют. Но, слава богу, хоть так это начало двигаться. Начали говорить, и на этом пока все. Как мы видим, несмотря на то, что ОБСЕ контролирует 16 государств, в том числе Соединенные Штаты, в том числе Германия, входят в эту комиссию, которая мониторит ситуацию во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия только с 2017 года, к сожалению. Так вот, мы после этого видели убийство у меня на канале, на Ичкерия Лайв канале, тоже есть это видео. Убийство Карины Спиридоновой, которую просто обвязали взрывчаткой и взорвали. На тот период времени этим всем руководил человек Апти Алаудинова, замминистра так называемого МВД по Чеченской Республике. Затем было еще много таких убийств совершено, много таких преступлений. Задержанных пытали, унижали. Был недавно убит в населенном пункте Катарюрт Казбек Байдулаев, который также был ранее похищен. Да, он где-то, может быть, кому-то помогал. Я не знаю, помогал он кому-то или нет. Я не знаю, участвовал ли он в каких-нибудь военных действиях или как-то оказывал вооруженное сопротивление оккупантам и их марионеткам. Но при всем при этом он был похищен. После этого 2 человека вместе с ним были вывезены в Катарюрт. Не знаю, почему в Катарюрт это было сделано, но вывезли их в Катарюрт и отпустили их, и они были казнены. Одному из них удалось сбежать, а Казбек Байдулаев получил ранение, и после уже лежащего его добили. На нем был пояс, предварительно одетый на него муляж, да, такой внешне похожий на взрывчатое вещество, пояс смертника, так называемый пояс смертника. В октябре, 13 октября, вот только что я вам рассказывал, тоже показывают, что 4 человека, 2 фотографии, где они в военной форме, рассказывают нам, что они были в Сирии, и я в это не верю, абсолютно в это я не верю. Потому что в военной форме могли оказывать сопротивление, могли потом амнистироваться, могли просто потом сложить оружие, можно просто уйти, зная, что вот сейчас вооруженное сопротивление не приносит достаточной нужного результата. И поэтому я даже не знаю, сейчас оказывали эти люди сопротивление, нет. Родственники боятся, весь чеченский народ находится в заложниках. Убивают людей просто российская оккупационная власть и банда кадыровцы, путинская банда кадыровцы, банда ГРУ, банда ФСБ по Чеченской Республике совершают каждый день разные тяжести преступления. И при всем при этом ОБСЕ это дело как бы берет под контроль и делает. Что бы там было бы, если бы ОБСЕ не взяла под контроль
и московский механизм не был запущен. Так что и Радио Свобода, и Кавказ Реалии, я еще раз призываю вас, да, относиться к своей работе честно, не бойтесь, не бойтесь, ничего страшного. Если вы боитесь, и вы боитесь, что вас убьют, то оставьте эту работу, уйдите, не занимайтесь тем, чем вы не можете заниматься. Говорите правду. Чеченский народ подвергается ежедневным пыткам, ежедневным убийствам. Недавно было убийство двух братьев Ингушей в центре Джахара, бывшего Грозного. Нам рассказали, что они набросились с ножами. Это видео тоже у меня на канале есть. Я тоже задаю вопросы и пытаюсь как-то разобрать эту ситуацию. Эти ребята, по всей видимости, на бытовой почве поссорились и применили холодное оружие и погибли. Да? Ну, их представили игиловцами, да? Тела их для захоронения не выдаются. Сколько это может продолжаться? Сколько можно вот так относиться? И при всем при этом, да, они бандиты, террористы, фашисты, мерзавцы, да, это оккупационная власть и марионетки. С этим вообще вопросов нет. Они травят людей, они взрывают, используют новички, вирусы, коронавирусы и так далее, и так далее. Это запатентованные, просто конченые преступники и убийцы. Но Радио Свобода, почему вы об этом не говорите, да? Почему Кавказ Реалии об этом не говорят, да? У вас есть информаторы, у вас есть средства. Почему вы не сообщаете? И если вы сообщаете информацию, почему вы сообщаете ее в таком контексте? Вот сказал глава Кадыров, сказал. Глава Кадыров сказал, что он Майка Помпео там вызывает на бой там. Сказал, что он Америку раком поставит. Вы тоже с этим согласитесь, да, и скажете, что Майк Помпео боевик, или там, что Америка это, ее не существует. Вы же так тоже должны сказать. Потому что чеченское государство, оно существует, оно временно оккупировано. И вы не политики. Это як Радио Свобода, это вообще уже помойкой стало, уже давным-давно. Они соблюдают формальность. Просто соблюдается какая-то формальность для того, чтобы американцы не перестали их финансировать. Там какие-то потомки КГБшников там собрались. Ну просто бред. Бред сивой кобылы просто. И ссылаются, смело ссылаются на Кадырова. Кто такой Кадыров, вы мне скажите? Кто он такой, чтобы этот человек никогда не соврал, он не совершал никаких преступлений, чтобы можно было ссылаться на него? Вы спросите родственников, спросите активистов, правозащитников, чеченцев. Не русских ваших, но и русских тоже некоторых, которых можно спрашивать, которых тоже не так уж и много, далеко не много. И вот мы видим убийство, очередное убийство уже беременной женщины. Бехмабиль Цадич Цадолшум Ждош. Мы знаем, что было с молодым человеком, которого Магомед Даудов по кличке Бутылкин заставил совершить экзекуцию, да, над своим телом при помощи бутылки. И, ну, просто невероятно, невероятно, что происходит. Вот смотрите, что пишет, вот комментарий, один русский комментарий под Радио Свобода он пишет. Василий Либонь говорит, ну педофилия и что, у них педофилии последние 1500 лет. Вот смотрите, какой комментарий пишет русский человек, так называемый, да. Убили, задержали женщину беременную и двух мужчин, и вот этот комментатор тут пишет, что педофилия 14 лет, мы не знаем, да, была она женой или не была, как это все это было, 14 лет или 16, а по паспорту так. И вообще мы ничего не знаем по этому поводу. Но 14 лет, очень маленькая девочка, да, это маленькая девочка, но не обращая внимания на то, что убито двое человек и одна женщина беременная, люди вот такие вещи пишут. Я раньше, еще когда жил в Москве, читал статью одну, я ее искал потом, почему-то не нашел, видимо, удалили. Один русский террорист, который пришел к нам с войной, воевал, рассказывал, как он убивал чеченцев.
Это было открыто в газете, в интернете, это было написано на какой-то, не помню сейчас, да, московский комсомолец, что ли, не помню точно. Ну, такая известная какая-то их ГРУшная, ФСБшная газетенка была, одна из их, этой ФСБшной ГРУшной газетенки. И он там рассказывает, что такое распыление. Распыление это когда привязывают человека к противотанковой мине, и тротил подкладывается, и просто взрывается этот человек. Там, да, мощный взрыв, и от этого человека не остаются там, только фрагменты тела остаются. После этого там птицы, дикие животные просто доедают это все, и от человека ничего не остается. Это у них называется распыление. Так вот, я задал вопрос ему по этому поводу. Как же так, ты вот, вы вот такие вещи пишете, ну я комментарий пишу. И за все это время на меня набросилось огромное количество русских людей, так называемых, которые не удивлялись тому, что идет распыление людей, да, пленного человека, просто открыто это рассказывает. Кто-то меня призывал как террориста тоже распылить. Кто-то говорил, что смотрите, он даже по-русски умеет писать или там что-то говорить. Вот такие планы. И я не увидел ни одного комментария, который осуждал убийство, пленный, это был, скорее всего, это был мирный человек. Тот говорил, что какой-то там боевик в плен попал, как они нас называют. Вот такая вот у нас критическая, сложная ситуация. Вот с такими людьми мы имеем дело. И нас выдают. Нас выдают России по затребованию Интерпола. Радио Свобода об этом пишет. И делают вид, что ну, вот не существует проблемы. И вот о ней не надо говорить, и ее не существует. Теперь проблема у русских. Теперь проблема у русских. И я надеюсь, у тех людей, кто радовался убийствам, пыткам чеченцев, все вернется, к ним это вернется. Вот то, что они желали нам, я очень надеюсь, что вернется вот тем вот этим убийцам, преступникам, им это вернется. Вот, в принципе, такая вот ситуация на сегодняшний день, которая у нас происходит во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия.